Энгинский наслег расположен в 8 километрах от райцентра Тампонского улуса поселка Хандага. Школа построена в 1985 году. Сначала была 8-летней, затем в 1991 преобразована в среднюю. В 2001 году наслег, в состав которого входили села Новый, Сайды, Бардой, больше всех пострадал от разрушительного наводнения. Тогда все дома были затоплены. В школе спасались люди и оставшийся домашний скот. Эвакуация населения происходила через разобранную крышу здания вертолетом. Сейчас это уже история. В 2001 году началось разрушительное наводнение, которое началось из-за затора протяженностью 98 километров, из-за чего этот затор нельзя было как-нибудь разрушить, и что не началось наводнение. Этого наводнения нанесло огромный ущерб и урон. Оно также затронуло наше село Сайды и село Новый. Также оно стерло с лица земли село Бардой. С тех пор прошло 22 года. Здание школы после наводнения стало быстро ветшать. Сильно просел фундамент. Катастрофически деформируется все здание. Провисают балки, кровля протекает и может разрушиться в любой момент. Системы тепла, водоснабжения и канализация работают на пределе своих возможностей. С 2014 года школа признана аварийной. Из года в год вопрос строительства средней школы в Энгинском наслеге поднимался на отчетах исполнительной власти республики. В этом году на ежегодном правительственном отчете министр экономики Майя Данилова сообщила радостную весть. Долгожданную школу на 80 мест планируют построить в 2024 году, благодаря инвестиционной программе Якутии. Наша школа все равно будет планово стоять, строиться и работать. Новая школа будет только, планируется построиться в течение 2 лет. То есть, если в следующем году она начинается, через год должна быть закончена. И все это время все равно школа будет также продолжаться работать. И у нас проблемы, как я уже несколько раз озвучивал. У нас холодно очень на первых этажах, именно в наше морозное время. И наши ученики, переходим мы учиться на 2-й этаж, потому что по Санпину нельзя учиться меньше определенного градуса детям. Данная школа полностью будет сноситься, на этом здании будет находиться стадион по плану. Будем привлекать другие соседние госучреждения. У нас в интернате есть отдельные классы, также КСК. После наводнения в Энгинском наслеге многие жители покинули свои родные места. Резко сократилось количество учащихся в школе. Если раньше здесь обучалось свыше 150 детей, то сейчас около 70. В коллективе 17 учителей. Школа хоть и малокомплектная, тем не менее коллектив старается идти в ногу со временем. В частности, по внедрению современных образовательных технологий. 8 лет школа работала в режиме республиканской инновационной площадки и сегодня внедряет в учебный и во внеучебные процессы технологию дебаты. И также во внеурочной деятельности мы активно участвуем в конкурсе «Будущий дипломат», в республиканском конкурсе «Будущий дипломат». Также у нас проходят школьные чемпионаты по компетенции коммуникабельность. Там тоже задействованы дебаты. У нас в пределах 10 финалистов, даже больше 10 республиканского конкурса. То есть наши дети побеждали на районном уровне, побеждали в Заречье и становились финалистами. Ребята со своими руководителями активно занимаются различными научно-исследовательскими проектами. В 3-й четверти этого учебного года юные исследователи участвовали во всех 4 конференциях, состоявшихся в Тампонском районе в рамках года педагога-инноватора. Дети со школьной семьи знают истории своих семей, замечательных людей села, изучают проблемы и перспективы наслега и многое другое. В нашем наследии в школе учились моя мама, папа и мой прадедушка. И я интересуюсь историей нашего наследия. И я нашел в книге моего прадедушки, и там было написано, что во время наводнения он спас свою семью в 1905 году от наводнения. Он спас свою семью, построив пруд из 40 бревен, который завязал тальниками. Сам же пруд он привязал к могучему дереву, чтобы их не унесло течением. И так они просили 8 дней и ночей, только льды.
Я приехал с братом в ингинскую школу. Мне здесь очень нравятся и уроки. И, например, сейчас идет урок технологии, и я сделал машину будущего, которая даже умеет летать. Школа хоть и маленькая, но ученики и учители здесь очень дружные. Я вот хочу стать тренером. Я хожу на вольную борьбу уже 5 месяцев. В 2012 году на базе Ингинской школы открыта детская юношеская спортивная школа Сайды, хотя филиал Крисхаджайской спортшколы при этом образовательном учреждении был организован еще в 2006 году по инициативе заслуженного мастера спорта СССР по вольной борьбе Михаила Дмитриевича Амосова. При открытии школы моя цель была, чтобы спортивные достижения были. Но это не основное. Основное, чтобы из этих детей малоимущих семей сделать нужных людей в жизни, которые были нужны для общества, для развития нашей республики России, как говорится. Сегодня ДЮСШ Сайды по праву считается одной из лучших спортивных школ Тампонского района, где вольной борьбой занимаются не только юноши, но и девушки. Многие из них призеры и победители республиканских, российских, дальневосточных и международных турниров по вольной борьбе. Есть первые среди мастера спорта России Айтал Захаров и Николай Балакин. В спортшколе занимаются около 30 юных спортсменов с 1 по 11 классы. Основные проблемы – это у нас транспорт. Дети в основном из малоимущих семей. У нас родители стараются помогать, и сам администрация ДЮСШ Сайды, директор Михаил Дмитриевич на свои средства. И тоже у нас помогает отдел спорта, администрации, тоже выделяют денежные средства. А летний период лагерь помогает образованию. Там выделяются тоже денежные средства на выезд, летний лагерь. В ДЮСШ неплохая база, все рядом. Школа, спортзал, интернат. Зимой не надо далеко ходить. Кормят в интернате 5 раз в день. Все четко, по расписанию. Зарядка, школа, уроки, секции. Малоимущих детей, когда они связывают судьбу со спортом, они намного смелее становятся, целеустремленные, и добиваются много в жизни. И поступают потом учиться хорошо. И вот это очень приятно. Потом мне самому приятно именно, что если на них не обращать внимания, они могут дальше спортом, если не занимаются, они, сами знаете, поступление в институтах и так далее очень слабое. Сейчас не секрет, денежки надо иметь туда-сюда. А когда сюда они поступают, они учатся, характер приобретают. Это очень потом в жизни, простой жизни здорово помогает. С 2017 года воспитанники ДЮСШ живут в новом здании интерната, рассчитанного на 30 детей из разных сел Тампонского района – Тополиная, Кискил, Мегиналдан, Теплый Ключ, а также поселка Хандыга. По сравнению со старым интернатом, в новом тепло, комфортно, есть все необходимое для учебы и отдыха. Я пришел сюда с 1 класса, сейчас я в 4 классе, а вообще меня папа записал в 5 лет. Он мне подсказывал всякие приемы, говорил не пропускать тренировки. А главное, сила воли у меня есть, дисциплина. Даже летом я не пропускаю тренировки. Сейчас я чемпион Благовещенска, Москвы и Владивостока. Я там вставал 6 раз призером и участвовал 6 раз. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Это моя цель. Отбор ДЮСШ Сайды ведется каждое лето через спортивную площадку в Хандыге. Спортсмены набираются по собственному желанию или через родителей, которые считают, что их дети имеют способности. Когда я был маленький, меня тренировал отец лет в 7. Гибкость, приемы. Он сам не так уж хорошо боролся, но пытался. И там у меня появилась физика и воля к победе. Сейчас у меня растет младший брат, отца уже нету, но растет младший брат, и я его также тренирую. Но он
также побеждает. Чемпионом я стал, когда приехал в спортшколу Сайды в 3 классе. До этого занимался в село Хандыга. И мой пик карьеры начался в 4 классе. Тогда уже начал побеждать чемпионаты республики и так далее. Благодаря Михаилу Дмитриевичу. В классе 8 я перешел тренироваться Виталия Николаевича. Когда перешел Виталий Николаевич, я начал выиграть большие турниры, там Данилова, Тарского, чемпионат республики. В том году выиграл первенство ДФО. И в этом году мы ездили в Тынду на всероссийский турнир. Я там занял 2 место. Но я так считаю, что благодаря Михаилу Дмитриевичу и Виталию Николаевичу, благодаря им такие заслуги большие. Михаил Дмитриевич хороший тренер, мастер спорта и заслуженный тренер Тампонского района. Но он почетный человек Тампонского района. И Виталий Николаевич тоже очень хороший тренер. Но благодаря им, думаю, мы стали такими чемпионами. Алина Кислякова – одна из опытнейших спортсменов. Вольной борьбой она занимается 6-й год. Спортсменкам не делается скидка, что они девушки. Тренируются в поте лица, как и парни. Одна сторона медали, конечно, понятна. Это радость, счастье, да? А вот вторая сторона? Вторая сторона медали – это пот, упорство. Может, некоторые даже слезы проливают на тренировках. Но у меня совсем иначе. Я тренируюсь с мальчиками и с девочками, когда выходишь на ковер, становится легче, так как физическая сила мужчин больше, чем у женщин. Говорят, что борьба – это не женский вид спорта. Как ты считаешь? Я считаю, что это не женский вид спорта, но женщины тоже могут заниматься им. В дальнейшем он очень понадобится. Также ты можешь заступиться за себя, помочь другим людям, если они оказались в беде. Секрет успехов юных борцов один – желание работать и побеждать. В этом им помогают тренеры Михаил Дмитриевич Амосов и Виталий Николаевич Савин. За эти годы Михаил Дмитриевич Амосов многим ребятам из многодетных семей дал путевку в новую жизнь. Не секрет, что Энгинскую школу в свое время называли «школой исправления». Туда отправляли трудных подростков. Среди них были и стоявшие на учете в КДН. Спорт и опытные тренеры-педагоги действительно преображают детей. Сегодня Энгинская средняя школа и ДЮСШ Сайды гордятся своими выпускниками. Василием Арбачаковым, выпускником Чурапчинского института физкультуры и спорта. В свое время он работал учителем физкультуры в Тампонской гимназии, начальником спорта района, Максимом Лебедевым, магистрантом СВФУ, Екатериной Соколовой, первым призером России среди девочек. Ныне с семьей она проживает в Москве. А Николай Балакин на своем примере доказал, что если сильно захотеть, то каждый может осуществить свою мечту. Он с малых лет грезил о профессии пилота, стал курсантом Омского летно-технического училища. Я 2 года никуда не ездил, там по всяким разным причинам. Но я не отчаивался, я, получается, дальше тренировался упорно, чтобы приобрести новые навыки, опыт. Большинство ребят, которые вот так долго не тренируются, не занимают места, они, получается, разочаровываются в борьбе и уходят с нее. Но, получается, не надо уходить, надо дальше. Как говорится, без положений не бывает побед. Если даже вы проиграли, надо все равно вставать и идти дальше. Получается, это новый повод полно тренироваться. Получается, в этом году я наконец-то поехал на соревнования. Первые соревнования это были, получается, республиканские в городе Якутске, Дмитриево. Я туда поехал и занял 1 место. Достигнутые ДЮСШ Сайды результаты говорят о многом. В 2012 году серебряные медали международных спортивных игр «Дети Азии» завоевали Анна Моносытова и Ирина Тунекова. В 2016 бронзовой медали игр удостоилась Саина Малышева. Призерами первенства России становились Екатерина Соколова, Ирина Тунекова, Айтал Захаров. Также в его копилке бронзовая медаль первенства России среди студентов. Среди новой смены борцов бронзовой медали на первенстве России в прошлом году удостоилась 9-классница Алина Кислякова. В этом году выпускница ДЮСШ Евгения Огородникова стала чемпионкой международного турнира по вольной борьбе имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, одержав победу в финальной схватке со счетом 4-0.
В 2024 году состоятся 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» в городе Якутске. В состав сборной команды республики претендуют девочки-борцы из молодого поколения Люба Кислякова и Алена Диадорова. Поступила я в этом году в январе. Мне очень нравится здесь учиться, и я уже побывала уже за все время на сборах в Якутске. Мне очень понравилось, как делают приемы. Я борюсь очень сложно в тяжелом весе, и сейчас идет у меня подготовка к «Дети Азии». Удивительно, что в Ингинском наследии, где всего-то 400 жителей, столько одаренных спортсменов. Разве это не тампонское чудо, которое создал не менее уникальный, мудрый наставник Михаил Дмитриевич Амосов, и которому в этом году исполнилось 75 лет. И он еще директор ДЮСШ Сайды, и он еще тренер. И до сих пор его душу греет заветная мечта когда-нибудь вырастить олимпийского чемпиона.